Здравствуйте, меня зовут Олеся. Я являюсь студенткой художественно-графического факультета Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Акмулинский университет был создан в 1967 году, и за все эти годы он стал лидером педагогического образования, научным и социокультурным центром Башкортостана. А также недавно Акмулинский университет вошел в обновленный перечень федеральных инновационных площадок Миноборнауки Российской Федерации. На сегодняшний момент по различным направлениям в ВУЗе обучаются более 25 тысяч студентов. Одновременно с педагогическим профилем в университете готовят профессионалов графического дизайна, дизайна среды, декоративно-прикладного искусства на художественно-графическом факультете. Из чего же состоит художественно-графический факультет? Наша большая семья состоит из следующих направлений. Изоотехнология. Здесь студенты получают педагогическое образование с двумя профилями подготовки. На сегодняшний день в республике существует развитая сеть учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, нуждающихся в таких специалистах. Декоративно-прикладное искусство и дизайн. Это направление – возможность получить не только комплексные знания по педагогике и психологии профессионального обучения, а также заниматься индивидуально по выбранным видам декоративно-прикладного искусства и дизайна в течение всего периода обучения. Графический дизайн и дизайн среды. Это направление готовит специалистов-дизайнеров, конкурентоспособных на мировом рынке, обладающих высокой скоростью развития интеллектуальной и творческой сфер, глубиной и нетрадиционностью мышления, способных решать проектные задачи любой сложности. Первые 2 года студенты изучают базовую подготовку по дизайну, а начиная с 3-го курса делятся на профили. Также на факультете вы будете проходить различные интересные практики, например, как технологическая практика, в которой мы участвовали в проекте «Музей на кончиках пальцев» при общении детей с нарушениями зрения к истории и культуре республики. Давайте же перейдем к нашему мастер-классу на тему создания 3D-коллажа интерьера. Он будет интересен студентам, которые хотят связать свою жизнь с творчеством и поступить на наш художественно-графический факультет. Данный мастер-класс направлен на то, чтобы абитуриенты смогли научиться создавать визуализированный коллаж интерьера. Это в дальнейшем вам поможет в создании 3D-проектов. Мы остановимся подробнее на дизайне интерьера и научимся создавать 3D-коллаж визуализированного интерьера в такой программе, как Adobe Photoshop. Вы можете использовать любые похожие по функциям программы, но так как мне удобно всего делать это в Photoshop, я в нем и объясню. Для начала вам следует определиться со стилем вашего будущего интерьера. Ваш дизайн может состоять и из смешанных стилей, главное, чтобы они органично дополняли друг друга. Давайте перейдем к нашей с вами работе. Вот что мы должны получить в итоге. Для начала давайте нажмем на кнопочку «Файл» и «Создать». Вот у нас открылось окошко, нажимаем «Печать», выбираем формат А3 и нажимаем «Горизонтальный формат». Также проследите, чтобы у вас расширение стояло 300 пикселей на дюйм. Перед тем, как начинать коллаж, предварительно найдите все нужные для вас предметы. Переместите все в одну папочку, как сделала я. Чтобы перенести из этой папки предмет в наш Photoshop, вы просто зажимаете левой кнопкой мыши и переносите в Photoshop. Вот так будут выглядеть наши обои. Для того, чтобы дальше работать с этой картинкой, с каждым файлом, который вы загрузили сюда, вы должны нажать правой кнопкой мыши по этому слою и нажать «Растрировать». Далее подстраиваем так, как нам нужно. Для этого мы можем нажать Ctrl и T английскую. Это сочетание клавиш нам поможет изменять данный объект, делать его меньше или больше, как вам нужно, подстраивать под формат.
После того, как мы подстроили наши обои, давайте дальше загрузим наш пол. Также заходим в папочку, зажимаем левой кнопкой мыши и переносим в наш Photoshop. Далее подстраиваем так, как нам нужно, как мы хотим видеть наш пол. Для того, чтобы подстроить наш пол, я зажимаю Shift и вытягиваю вправо. Также зажатым шифтом я тяну его вниз. И подстраиваем его под наш формат. Далее добавляем наши предметы интерьера. Все той же левой кнопкой мыши мы переносим в Photoshop нашу картинку. Здесь у нас есть фон. Для того, чтобы его удалить, мы нажимаем правой кнопкой мыши по слою, нажимаем «Растрировать» и выбираем волшебную палочку. Далее проследите, чтобы у вас была нажата группа слоев вот тут вот сверху. Это нам позволит несколько раз нажимать волшебной палочкой и выбирать несколько объектов. После того, как мы все выберем, нажимаем Delete, и у нас удаляется фон. Для того, чтобы у вас выделение снялось, как у меня, просто зажмите Ctrl-D. Потом нажимаем Ctrl-T и изменяем, как нам нужно наш диванчик. Давайте подстроим его посередине и нажмем кнопку Enter. Далее добавляем другие предметы интерьера. На примере этой вазы я покажу, как можно с шифтом удлинять предмет и в дальнейшем немного его сузить. Также я хочу перенести эту вазу за диванчик. Для этого мы зажимаем слой и переносим за слой с диваном. Ну и далее подстраиваем нашу вазу так, как мы хотим. Зажимаем Ctrl-T. Я решила немного ее сузить с помощью зажатого шифта и передвинула. Далее нажимаем Enter. Также я хочу поместить на наш коллаж предмет освещения, напольную лампу. Также мы с правой кнопкой мыши растрируем слой, волшебной палочкой выбираем фон, который нам нужно удалить, и нажимаем Delete. Снимаем выделение при помощи Ctrl-D английское, и при помощи Ctrl-T английской мы отражаем ее по вертикали или горизонтали, как вам будет удобнее. И я хочу ее немного увеличить. И подстраиваем так, как нам нужно. Когда подстроили, нажимаем Enter. Далее добавим наш столик. Я хочу его еще немного уменьшить. С помощью правой кнопки мыши мы нажимаем на масштабирование. И с зажатым шифтом я хочу немного уменьшить его высоту. И нажимаем Enter. Далее давайте немного разнообразим наш интерьер. Положим на наш стол книжечку. Для того, чтобы мы могли работать с этой картинкой, мы растрируем слой волшебной палочкой и удаляем фон. Ctrl-D, выделение убираем, уменьшаем нашу книжечку и правой кнопкой мыши выбираем искажение. Это мы делаем для того, чтобы сделать вид, как будто наша книжечка лежит. Также правой кнопкой мыши нажимаем на масштабирование и располагаем книжку так, чтобы она устроилась хорошо на столе. И нажимаем Enter. Еще я хочу добавить в наш интерьер вазочку. Также удаляем фон. Сначала растрируем наш слой. Правой кнопкой мыши нажимаем «Растрировать». И берем нашу волшебную палочку и выделяем фон. На примере этой картинки можно показать, как волшебная палочка иногда не справляется с нашим фоном, но для этого вам нужно немножечко терпения и просто вот так вот натыкать этот фон, и оно
со временем уйдет. После того, как мы выбрали все волшебные палочки, нажимаем Delete. Также после этого вы можете увидеть какие-то оплошности. Также выбрать их волшебной палочкой и нажать Delete. После убираем выделение с помощью Ctrl-D. Нажимаем Ctrl-T и изменяем нашу вазу в размере. И подстраиваем так, как нам хочется. Далее мне не особо нравится, как ярко выглядят наши обои. Я поставила эффекты. Двойным нажатием левой кнопкой мыши мы заходим в стиль слоя, наложение цвета и добавляем сюда непрозрачность. Следите, чтобы у вас стояло умножение. И еще давайте добавим ковер. Для того, чтобы мы его увидели, давайте перенесем вот этот слой повыше. Нажимаем Ctrl-T и увеличиваем. Далее нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем перспективу и подстраиваем нашу перспективу. В процессе также через правую кнопку мыши заходим в масштабирование и увеличиваем так, как нам нужно наш ковер. Старайтесь подстроить под предметы интерьера, потому что у вас не особо будет стоять лампа между полом и ковром. Поэтому вам желательно подстроить, чтобы все было правильно. И нажимаем Enter. Далее выбираем слой с ковром и переносим его за все наши предметы интерьера. Главное, следите за тем, чтобы ваш ковер не переносился за слой с полом. На этом наш коллаж закончен. Сохраняем его через кнопку «Файл», «Сохранить как». И здесь вы можете выбрать любой формат, в котором вы хотите сохранить. Такой формат у меня уже есть, такое название. Я нажму «Заменить». Здесь вы можете выбрать качество и формат. Окей. Вот наш коллаж и закончен. Сегодня мы научились создавать визуализированный коллаж интерьера. Посмотрев этот мастер-класс, вы можете сами придумывать и создавать 3D-коллажи. Надеюсь, эта информация была для вас полезна, и большое спасибо за внимание.